Не видят, но игру чувствуют. На спортивно-оздоровительной базе в Мужичи проходит тренировочный сбор незрячих и слабовидящих настольных теннисистов. Они на деле доказывают, что их физические возможности не ограничены. В регион съехались 25 спортсменов из 5 регионов. Тренировочный лагерь рассчитан на 10 дней. Идрис Ижиев продолжит тему. Удары по мячу, опираясь исключительно на слух. Этим спортсменам для успешных выступлений не нужно видеть глазами. Важно чувствовать ритм игры и заранее просчитывать ход соперника. В спортивно-оздоровительной базе в Мужичи на тренировочный сбор съехались представители 5 субъектов: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Пермский край, Чеченская республика и Ингушетия. Всего 25 человек. Игры проходят под присмотром тренера сборной России по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих. Перчатка и повязка на глаза – это обязательный атрибут, уравнивающий шансы между незрячими и слабовидящими. Каждый из этих людей, несмотря на плохое зрение или вовсе его отсутствие, предпочел спорт и активный образ жизни. Есть среди этих людей как заслуженные ветераны, так и новички. Валид Гусеев занимается настольным теннисом без малого 2 года. В Дагестане развитие этого спортнаправления только набирает обороты. Поэтому Валид приехал к нам, где теннис среди незрячих уже довольно популярный и конкурентный вид спорта. Для новичков это очень важно, набрать опыта, техники. Мы от себя и от всей команды Республики Дагестан хочу выразить свою благодарность Мовсару и всем организаторам, инициаторам этого турнира и сбора. Мы очень остались довольны, да, гостеприимством и помещение и все остальное, база, да, на самом деле по всем параметрам она подходит и спортивной в этом сфере. Собрать представителей разных регионов для 10-дневного тренировочного сбора – отличная идея, ведь большинство турниров в этом году отменили или перенесли на неопределенный срок. Тренировки здесь позволяют теннисистам поддерживать форму и улучшать свое мастерство с профессиональными тренерами. Это первые сборы, которые мы проводим не для сборной команды России, а вообще для спортсменов, которые собрались разного уровня. То есть тут у нас спортсмены от новичков до опытных спортсменов, и мы здесь набираемся как раз и игровой практики, и учимся всему, самому новому, самому простому. А на сегодняшний день эта база, я считаю, что она идеальна для того, чтобы проводить сборы. Здесь идеальная природа, горы, воздух. Помимо этого здесь профессиональные столы. Еще будет тут чешский стол. Я думаю, что в скором будущем эта база будет основной для подготовки всех членов сборных команд с КФУ. Лучшее лекарство от одиночества и депрессии – это спорт, считает представительница Пермского края. Елене Елковой 19 лет. Занимается настольным теннисом она всего год. Спортом заниматься это очень важно, так как ты, во-первых, у тебя вырабатывается, у кого плохая координация движений, вырабатывается координация. Также наш настольный теннис, он развивает слух. И спорт, он полезен для всех. Спортбаза находится в живописном месте предгорной Ингушетии. Хоть они и не могут видеть всей красоты этих мест, однако природа, воздух и гостеприимство нашего народа, несомненно, оставят хорошие воспоминания и эмоции от посещения нашего края. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.